Диалог на высшем уровне. Сегодня в программе визита ингушской делегации в Катар были проведены различные встречи, круглые столы, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в социально-экономической и культурной сферах. Какие перспективные проекты будут реализованы в нашем регионе, более подробно расскажет Хусейн Гагиев. В апреле прошлого года свой первый визит в регионы Российской Федерации посол Катара Фахад Мухаммед Аль-Атая начал именно с Ингушетии. Тогда он говорил о важности проведения совместных мероприятий. И вот уже второй день делегация из Ингушетии находится здесь, в Катаре, чтобы не только познакомить жителей Аравийского полуострова с самобытной культурой, но и привлечь инвестиции в регион. Одним из главных событий деловой части программы стало заседание Торгово-промышленной палаты государства Катар. До начала встречи Юнусбек Евкуров подробно рассказал о той продукции, которая расположилась в выставочном павильоне под названием «Сделано в Ингушетии». Горный мед, яблоки, молочная продукция и многое другое. Достижения ингушских аграриев были представлены в широком ассортименте. Кроме того, здесь расположились образцы продукции промышленного производства. Весной будет в Москве выставка Экспо. Там мы будем более расширенно выставлять. В ходе диалога катарским бизнесменам презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии. Министр экономического развития республики Умулат Таршхоев назвал основные преимущества региона: хорошее географическое расположение, климат, экология и налоговые преференции в отношении предпринимателей. Для развития совместного бизнеса мы имеем качественную современную инфраструктуру, которая представлена аэропортовым комплексом, авто- и железнодорожными магистралями. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить оптимальные способы транспортировки грузов. В республике сформированы механизмы всесторонней поддержки бизнеса. Принят ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих различные формы государственной поддержки, в том числе предоставление налоговых преференций, земельных участков, готовых зданий и сооружений, снижение арендной платы на недвижимое имущество на 95%. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что отношения между Россией и Катаром дают стимул совместно работать и продвигать те проекты, которые важны для наших государств. Тем более российский рынок еще не освоен Катаром. Это открывает перед Ингушетией как субъекта России новые перспективы. В основном речь идет о развитии агропромышленного сектора экономики. Эти отношения начали развиваться благодаря встречам и хорошим отношениям между нашими руководителями государства и президентом страны Владимиром Путиным и его высочеством эмиром Катара. После официальной встречи наших руководителей в последующем нами всем была установка заниматься в том числе и отношениями, развитием наших отношений и, конечно, искать пути инвестиционного выхода и сближения наших государств. Правительство Российской Федерации и лично Владимир Путин призывает глав регионов России к сотрудничеству с иностранными государствами, особенно с арабским миром. Особенно подчеркнуто по отношению к государству Катар и для экономического взаимодействия, и для инвестиционного взаимодействия, в целом для межкультурного обмена. Мой визит, он сегодня несет ознакомительный характер, в том числе мы в рамках Года культуры России в государстве Катар впервые своими творческими коллективами открываем выступлениями сегодня и завтра на концертах здесь, в Дохе. Но я сейчас хотел бы больше сказать про наши возможности Ингушетии как одного из регионов России по инвестиционной привлекательности. Та помощь, которая оказывается регионам России, федеральным центром, и та постановка задач по взаимодействию с иностранными государствами позволяет нам сегодня выходить на международные рынки. Мы сегодня по многим направлениям имеем возможность обеспечить государство Катар и на 100%, и на 80%, и на 60% различными сельхозпродуктами. У нас большие возможности в других секторах промышленности. Часть здесь представлена на выставке. Есть буклеты по этому поводу.
И, конечно, особо мы бы хотели видеть инвесторов вашего государства в туристической отрасли нашей республики. Условия совершенно выгодные, удобные и в корне отличающиеся от других международных условий, если брать те отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Для инвестора меньше, чтобы было рисков, мы можем представлять готовую продукцию, и только чтобы инвестор мог отвечать за экспорт товаров. Можем представить взаимовыгодные соглашения в долевом участии с тем бизнесом, который уже есть в республике. Или же можем представить площадки для начала бизнеса с нуля. Бизнес-сообщество Катара выразило готовность участвовать в реализации различных проектов, в том числе и долгосрочных. В России всегда есть очень много возможностей для инвестирования и очень достаточно стремительно развивается бизнес. И мы всегда открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами и считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией также может распространиться и на Республику Ингушетия. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма. Мы сегодня ознакомились с возможностями по развитию сотрудничества в продовольственной безопасности. После завершения встречи участники заседания отправились в драматический театр Катара, в здании которого пройдет концерт деятелей культуры и творческих коллективов Ингушетии. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.